Ana shu hovli bizniki bo'lishi kerak edi, uchastka yana chapda. Shuni orqasidan tog'am bilan yuz ko'rmoqchi ketgan. Ayni qilib sog' bo'lasiz. Narimon Assalomu alaykum. yaxshi. O'zingiz qanday yaxshimi? Yaxshi. Ana, sog' bo'ldi. Bu kechqurundan ketdi. Internetga chiqib ketib qolgan. Sochib. Это экология. Ayni qilib sog'. Так и у нас делается. Не, это классический. Шутка. Классика. Бисмилlah. Охо. Спальный Assalomu прием. alaykum. Mana keldik. Это Bekzodmi evi bu? Bu Bekzod. Hadi bakalım. Aka. Amin. Hoş gelipsizlar. Xush kelibsizlar. Qalay endi? Rahmat, hoş gelipsizlar. Ay mening qadrli qardoshim. Sen problemlar qalay endi? Yaxshi. Qatl это klimatga moslashishga специально это Shu Hozir fermadir bo'ldi. Fermasi bor. Bu Mercedeslar tashlandi. Ham yo'q ketdi. Hozir Niva mashinasida yuribdi. Ничего себе. Вкусный такой. Как бабушка делала. Класс, попробуй. Как будто он этот сливочный такой. Да. Qalay. U akachi Ali. Nima bor? Ali akami nima? Filcanlık. Sen profilda Ну, финджан. Это Финджан, громко ну, сказал, слова. да. bordi-ku. Hayotda eng buyuk katta narsa bolalarga to'g'ri tarbiya berish. Mana bolalaringizga to'g'ri tarbiya bersangiz, to'g'ri tarbiya berdingiz, oldin sizda Mana qarang, siz va akamsiz oyda bir marta sinfdoshlar bilan gaplaymiz. Sakkizta hoji. borib kelgansiz. Endi bizlarga ham shu Buyursin. Nodirjon billa endi bu shu o'ylab yuribmiz. O'zimiz tayyorlab yuribmiz endi. O'g'lim studiyasi bor. To'ylarda nimalarni studiya to'y oladi, albom chiqaradi boshqa. Мастава. O'shaning uchun Мастава. bunga nima qilmaymiz? Tiyolmaymiz. O'shaning uchun u aytgan vaqtda ketdi. Shu ketganda 2-3 ta keladi. O'shanga hozir zvonit qilib, to'yi bo'lmasa mashinani olib kelsin. Agar mashinaga unga qilmaysiz, mashinada ham kirib qo'yadi. Это мастава, да? Mastava. Bir Я сейчас вам расскажу, как устроен обычный узбекский двор. Он на самом деле имеет интересную свою особенность конструкционную и обычно представляет себя вот такую штуку. Ворота и по краям дом. То есть как такового забора нет. Вы, получается, заходите в полностью закрытое пространство. Вот видите, у соседей то же самое. То есть ворота, входная группа и по краям уже идет дом. Вы не видите двор вообще. Вот смотрите, видите? Вот. То есть вот мы заходим во двор, и обязательное условие – это виноградник наверху. То есть наверху спеет виноград. По краям строятся дома. Обычно, когда дом молодой, строится сначала один дом, и потом достраиваются, просто комнаты достраиваются по мере образования новых семей. То есть здесь может быть одна семья, вторая семья жить, третья семья, четвертая семья. И вот таким образом получается по периметру дом. В центре вот такая вот площадка, она всегда поливается водой, создается микроклимат, очень влажный. Обычно стоит топчан, вот, в тени под каким-нибудь деревом. И наверху вот такой вот виноград.
Обязательно виноград, очень вкусный, очень сочный. Поспевает в августе, в сентябре. Рекомендуется попробовать. Вот таким образом. Обычно семья вот за топчаном сидит во дворе. Потому что днем очень жарко в доме. Вот такая вот традиционная посуда для хуман и чашка. То есть, вот видите, здесь получается, вот в этом дворе забором отделены две части. То есть здесь уже идет посадка. Конкретно здесь посажена картошка. Вон там дальше в углу помидор и перец, насколько я вижу. Здесь на заднем дворе вот старый топчан, ему, наверное, лет 100-150. И здесь бараны. То есть, вот в этом дворе вот так, бараны. Может, какие-то курицы есть. Здесь вот тандыр, тоже старый тандыр. И видите, сзади саманная стена, то есть саманного кирпича стена, очень старая. И здесь в этом тандыре что-то выпекается. Вот таким образом. История вот. Посажен миндаль. Это тутовое дерево, там вишня есть. И вот сам виноград, смотрите, какой толщины. То есть это очень старый виноград, он очень долго растет. И вот такой виноград, наверное, лет 60 точно ему. Обязательно возле воды, где можно помыть руки, висит полотенце, чтобы можно было вытереть полотенце. И вот здесь, вот видите, вот посажена зелень, свежая зелень, которую можно сорвать. Вот так вот выглядит двор. Потом можно вот так вот сесть, снять обувь и сесть на топчан. Вот это вишня, тоже старая вишня. Смотрите, здесь виноград. Вон, смотрите, видите, забетонированный, и он вот так вот растет. Интересно. Преимущество такого двора в том, что даже в сильную жару, когда 50-60 градусов на улице, во дворе всегда прохладно, всегда микроклимат, потому что он обычно забетонированный, этот бетон поливается прохладной водой и образуется такой микроклимат, и очень комфортно, приятно сидеть вечером. Вот сейчас, допустим, еще 5 вечера, солнце еще печет, а здесь уже хорошо прохладно во дворе, можно сидеть на топчине, пить чай и отдыхать. И также, вот видите, весь двор защищен постройками, и с улицы вообще не видно, что происходит. То есть можно спокойно сидеть и не бояться, что кто-то вас с улицы увидит.